Урмату Бекинтиштер, Урмату Шелучулар. Родные мои односельчане, жители родного Сузатского района. Хочу выразить вам огромную благодарность за то, что не побоялись и отдали голос за меня. Поддержали свою, как вы говорите, орус-депутатку. Огромное вам спасибо за вашу поддержку и за вашу веру в меня, несмотря на давление и привлечение админресурса. А теперь я хочу сделать официальное обращение, заявление на имя главы ГКНБ КР Камчебека Кадрашевича Ташиева, нашего земляка. Камчебек Кадрашевич, вы вообще знаете, что происходит в вашем районе? Вы нам обещали честные и справедливые выборы. Вы еще верите в это сами? Лично я, как и многие жители нашего с вами Сузатского района, больше не верят в честность и справедливость, которую вы обещали с высоких трибун. Еще до начала агитационной кампании, когда многие кандидаты подавали документы, уже в народ вышла информация о том, что ваш приоритетный кандидат – это Калычбаев Алтынбек, зав. Директором курорта. Тогда скажите мне, зачем мы тратим миллионы на эти выборы? Для чего? Зачем? У нас не хватает денег на образование, на медицину. Сколько миллионов тратится на покупку голосов? В вашем районе действительно были самые грязные выборы. Был задействован весь возможный админресурс. Я никогда такого еще не видела, чтобы сотрудники муниципальные служащие были председателями на избирательных участках. Я еще никогда не видела, что сотрудники Айлукмету рвались к подсчету голосов. Я еще никогда не видела в открытую, когда директора школ и агитаторы, которые являются завучем в одной школе, в открытую пьют чаи и подготавливают документацию для поддержки кандидата номер 3. А многие жители Сузатского избирательного округа не получили уведомления, не знали, куда идти голосовать. Допустим, ко мне обратились жители Благовещенки и спросили, где находится избирательный округ. Один из округов, сейчас уже цифры не помню, да, оказалось, что это они должны с Благовещенки ехать голосовать в музыкальную школу. Значит, кто целенаправленно вел людей в заблуждение, не дал правильную информацию, не проинформировал. Буквально вот сегодня, вы говорите, честные выборы. Это вот одна из тех частей приглашений, которые не дошли до избирателей. И вы хотите сказать, что после всего вот этого у нас были честные выборы? Вы хотите видеофиксацию? А толку что? Лично я сняла о том, как один из депутатов местного Кенеша Рустам Ризашев в открытую напротив избирательного участка покупал голоса. Вы знаете, да, действительно, сотрудники РОВД сделали большую работу. Но дело в том, что когда их вызвали, тех, кто покупал и тех, кто продал свои голоса, заявили, что, видите ли, им просто сосед подвез, сосед вернул долг. И на этом дело закончится. О какой виде фиксации вы говорите? Пока если вы разъезжаете по Сузатскому району на портере и делаете красивые фотографии для селфи, которые взбудоражили социальные сети, ваш одноклассник Джинеш Токторбаев, если я не ошибаюсь, да, депутат Джигруко Кенеш продвигает кандидата номер 3 и при этом прикрывается вашим именем. Только не говорите, что вы об этом ничего не знали. К тому же ваше окружение пыталось унизить меня, оставив мне всего лишь 749 голосов. Если я сейчас пройду, не считая вот этих, которые не получили люди по Сузатскому району, знаете, сколько не получили? Когда люди приходили голосовать, ему еще в субботу вечером и на избирательный участок заявили, что уже кандидат известен, что победит номер 3. Но люди не поверили, они поверили вашим словам, Камчебек Кадрашевич, о честных и справедливых выборах. В итоге победил тот кандидат, который был выгоден вам и вашему однокласснику. Если вы не можете навести порядок и провести действительно честные и справедливые выборы, то как вы можете говорить о честных и справедливых выборах по всему Кыргызстану? Ведь с вашего района, с вашего родного села, Сузатского нашего с вами района поднимается русофобия. Не только против меня на протяжении многих лет, так как я
можно сказать, одна здесь орус-депутатка. Также поднималась русофобия и против учителей проекта «Российские учителя за рубежом» со стороны некоторых местных депутатов. Вы думаете, этот вопрос кто-то решил? Никто не решил. Посмотрите, вы говорите о содружестве с Российской Федерацией, о западными странами, о странами СНГ. Хоть один депутат русской национальности или башкирской национальности, ведь у нас по Конституции Кыргызстан многонациональная страна, кто-нибудь из этих национальностей представлен в Джигурку-Кенеш? Нет. И вы, единственную меня, женщину, которая представляет Кыргызстан не только в Кыргызстане, но и за пределами, решили меня таким образом унизить. Но вы унизили не меня. Вас унизило ваше окружение в глазах народа, которое вам поверило. А сейчас говорит, а зачем ходить на выборы? Ведь кандидат все равно известен. И явка низкая благодаря вашему окружению. Ведь вы помните Бакиева? Ведь Бакиева потопила его окружение. И, видимо, история вас ничему не учит. Просто задумайтесь. Честность и справедливость – это не для Кыргызстана. Около 5 эпизодов нарушений было зафиксировано сотрудниками РОВД Сузакского района. Все эпизоды были переданы в КГОР, Центральной избирательной комиссии по выборам. Я сегодня только спустя 2 суток, в течение этих 2 суток Центральная избирательная комиссия, никто из сотрудников не связался со мной, не отвечал на телефонные звонки, просто поставили на игнор. Видимо, протащили своего кандидата и сейчас спокойно готовятся к следующим выборам в местный Кенеш. Говорит, ожидайте. Будет заседание по рассмотрению всех нарушений. На одном заседании я уже имею такой плачевный опыт. Меня вообще забыли пригласить. Когда я об этом сказала, сказали, если вы находитесь в Сузаке, рассмотрение будет проходить в БШК, в Бишкеке, то вас подключат онлайн. Хочу вас еще раз сказать, что онлайн тоже через Skype и другие программы не работает. Рассмотрение точно так же было онлайн, и меня как кандидата, защищающие и отвечающие за все эти нарушения, с предоставлением всех фактов, просто забыли подключить. Где гарантия того, что этот раз то же самое? Не забудут подключить, не забудут уведомить или уведомить буквально в течение часа, то есть как хочешь, так и добирайся. То есть такая предвзятость со стороны Центральной избирательной комиссии уже не редкость. Я уже больше не верю в честность и к законности. Законность, справедливость и честность сказано только с высоких трибун. И после вот этих всей атрибутики, которые, вот смотрите, сегодня я собрала, факты, интересно, что ответит ГКНБ, что ответят сотрудники правоохранительных органов. Вообще, как это прокомментирует Центральная избирательная комиссия. Скажут, извините, мы не видим, извините, мы не слышим. А ведь вот это нарушение прав этих граждан, которых не уведомили, которым не сказали, куда идти голосовать, ведь их права были нарушены. Камчебек Кадрышаевич, вот этот беспредел творится в вашем районе. Это ваша отчина, ваша родина. Если такой беспредел творится в вашем районе, как вы можете гарантировать честные выборы на всей территории нашего родного Кыргызстана? Русофобия, грязь, подкуп. Посмотрите, это народ, который вам поверил. Это часть того, а сколько таких бумаг валяется по Сузаку. И вы после всего этого хотите сказать, что это честные выборы? Также хочу спросить Камчебека Кадрышаевича Ташлы, а для чего вы задержали Умарбекова Шерзата? За то, что он выставил фотку с Алимбеем? Также, что он отрекся от своих идеологий. Так после этого задержания он буквально на следующий день начал работать на вашего приоритетного кандидата номер 3. Не просто работать. Он также работала вся семья Шерзата Умарбекова, его 2 брата, его отец. И после этого, как вы говорите, что вы боретесь с ОПГ, так зачем же вы его задерживали? Зачем это шоу было для народа? Что
Получается, в других районах вы боретесь с ОПГ, а в собственном районе можно за глаза закрывать? Или просто вам было выгодно, что он сделал нужное количество голосов для кандидата номер 3, которого никто в Сузаке не знает? Сегодня я прошла по рынку и встретила жителей Сада, Челадайкан, которые говорили, мы от каждой семьи, когда приходили на избирательный участок, когда спрашивали о других кандидатах, их никто не знает. Все шли за вас, потому что вы наша оргдепутатка. С каждого дома минимум по 4-5 голосов было отдано мне. Так где эти украденные голоса? Камчебек Кадрашевич. Как, когда люди приходили, те люди, которые поверили вам, вашим словам, когда им в лицо говорили, что уже выиграл кандидат номер 3, когда все ваше окружение еще до окончания итогов говорило, что это ваше желание, чтобы кандидат номер 3 вышел. Многие боятся, что я начну говорить, Камчебек Кадрашевич. Ведь мы друг друга знаем. Вы знаете, кто я знаю, кто вы. Я помню этот разговор, который мы с вами говорили. И что вы говорили? Видимо, вы забыли о том разговоре. А я нет. И ведь мужчина стоит столько, сколько его стоит слово. Поэтому прежде чем говорить о честности, о борьбе с ОПГ, разберитесь в своем районе. А то, что вы сломали веру народа, и вы думаете, что вы сможете в страхе держать район, надолго ли этого хватит? Вы просто задумайтесь. Народ в страхе. Вы долго не удержите. Меня хотели сломать. И то, что когда я за пределом Кыргызстана представляла Кыргызстан с высоких трибун, поддерживала и продвигала Сузацкий район, все хлопали в ладоши, всем было это выгодно. А в Сузаке оказался невыгоден оргдепутат, потому что всего лишь я женщина русской национальности, которая не место в Джугурку-Кенеш, не место среди ваших чиновников, который позорит Кыргызстан, который не знает, что такое дипломатия, не знает, что такое этика, эстетика, культура поведения. Камчебек Кадрашевич, 6 кандидатов в депутаты Джугурку-Кенеш по 13-му избирательному округу сделали заявление на ваше имя о том, что кандидат номер 3, Калычбаев Алтынбек, прикрывается вашим именем, прикрывается вашими связями, привлекает админ-ресурс, на что на следующий день поступило от вас заявление о том, что партия Атаджурт больше не будет участвовать ни в каких выборах. Но извините меня, кроме Атаджурт сейчас создается другая партия, и весь состав партии Атаджурт плавно перейдет в название другой партии. Знаете, как у учителей есть такая поговорка: от перестановки слагаемых сумма не меняется. И к тому же очень многие богатые денежные партийцы партии Атаджурт вложили или вкачали, можно сказать, большие денежные средства, задействовали весь админ-ресурс, сумасшедшие деньги, силы. Камчебек Кадрашевич, вам не стоит воевать и всему вашему окружению против меня, одной женщины, той женщины, которая защищает и отстаивает интересы нашего родного Кыргызстана, наших кыргызстанцев, независимо они в Кыргызстане или за его пределами. Не стоит меня преследовать, не стоит меня унижать. А вы лучше верните веру своему народу. И ведь вот такого беспредела вот этим людям, что вы скажете о честных выборах? Ведь на носу выборы в депутаты местного Кенеша. Ведь это показатель того, что честных выборов нету в вашем родном селе. И как вы можете гарантировать честные выборы по всему нашему родному Кыргызстану? К вам не пробиться, к вам не добиться. Многие боялись, что я начну говорить. А теперь, Камчебек Кадрашевич, я буду говорить до тех пор, пока вы не услышите. И также хочу заявить заявление на имя президента нашего родного Кыргызстана. Садыр Нургоджиевич, посмотрите, что творится. Вы гарант прав и свобод человека. Как вот после вот этого всего вы можете гарантировать права и свободы своим гражданам?
тем гражданам, которые избрали вас президентом нашего независимого и родного Кыргызстана. Неужели наш народ заслужил жить во лжи? Неужели наш народ недостоин права голосования, которое у него украли? Интересно, а в чью пользу были списаны голоса простых людей, чьи наглым образом пачками скидывали, списывали по нашему избирательному округу? Вы говорите, что русофобии нет. Русофобия есть. И она начинается именно с Узацкого района, с района родины Камчыбека Дрышевича, вашей родины. И пока вы это не остановите, наш Кыргызстан не поднимется с колен. Поднятие экономики – это не только изменение дорог, которые вы строите, но даже на этих дорогах все равно кто-то делает деньги. Вы строите социальные объекты, но причастны к этим социальным объектам, к постройке, опять же, ваше окружение. А если проверить, то сколько денег утекло в карманы вашего окружения? Камчыбек Кадыршаевич, если у вас есть интерес узнать действительно, что творится в вашем районе, то я готова вам об этом рассказать. Потому что ваше окружение меня от вас скрывает, меня клевещут, лгут, пытаются очернить. Но вы знаете, у меня светлый путь. И я действительно народный депутат, которого избрал народ, которого любит народ, и которого я знаю, что народ меня поддержал. А вы протащили обманным путем, наплевав на мнение собственного народа, протащили своего фаворита Кылычбаева Алтынбека. Один вопрос. Где он был 10 лет? И чем он занимался? Ведь многие знают, что он был в России, что у него имеет... Вам нужны факты? Факты я буду выпускать позже. Многие боятся, что меня закроют. А за что меня закрывать? Давайте, закройте. Посмотрим на реакцию народа. Я благодарна всем тем, кто поддержал и отдал голос за меня. Многие сейчас плюются. Камчыбек Дрышевич, вы даже не представляете, сколько проклятий летит со всех сторон за эти грязные, мерзкие выборы. Об итогах этих выборов было еще известно до начала агитационной кампании. Зачем обманывать народ? Не стоит недооценивать свой народ, который когда-то вам поверил. Самое страшное – это потерять веру, поддержку и доверие собственного народа. Как говорится, каждый пост не вечен. Что за этим последует, известно только Всевышнему. Я не верю в честные выборы, как и многие другие. Если сейчас я пройду по Сузацкому нашему родному округу Камчыбека Дрышевича, пройдя каждый дом, переписав каждых, кто за меня голосовал, это взорвет всю вашу избирательную систему и подорвет ваш авторитет, который и так, кроме дорог, ничего не светит. Русские классы, классы с русским языком обучения закрываются, не хватает учителей. Куда деваться людям? Как получить образование? Ждете сингапурских учебников? О каких сингапурских учебниках мы говорим, если элементарно в школах нету ни микроскопов, ни парт, ни школьной мебели, ни элементарных учебников? А вы говорите о сингапурских учебниках. Да хоть вы трижды застройте школы. И то на этих школах многие деньги утекают в чужие карманы, потому что не хватает кадров. А свои кадры вы топите. Я как принимала участие на различных форумах, я так и буду принимать. Я буду говорить правду, о той правде, которую все знают, но молчат. Надеюсь на свое обращение получить ответ как от главы ГКНБКР Камчыбека Кадыршаевича Ташиева, нашего земляка, так и от президента Садыра Нургулджиевича. Пусть прокомментирует вот это все. Или это не считается? Ведь это нарушение конституционных прав и свобод наших односельчан.
наших граждан. О какой демократии и честных выборах мы можем говорить? С уважением, народный депутат Юлия Лилиенталь. То, что нас не ломает, нас делает сильнее. Вы говорите, у нас нету в стране оппозиции. Садыр Нургоджаевич, Камчат Кадрашевич, вы сами создаете оппозиционеров. Но, извините, это будет сильная оппозиция в моем лице, если вы не прекратите весь этот беспредел. Пора остановиться и задуматься, а не вылавливать последствия своих действий и поступков.